В эфире новости на телеканале «Якутия-24», в студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Кандидаты выбраны. С сегодняшнего дня по всей стране начинают работу участковые избирательные комиссии. Позитивный пример должен быть заразителен. В Якутии состоялось первое заседание Совета по благополучию. Чем круче установка, тем больше дальность полета. Расскажем о необычном увлечении мирнинца Андрея Галахова. С сегодняшнего дня все участковые избирательные комиссии Якутии, как и по всей стране, приступают к своей работе. В целом по республике действуют 794 избирательные комиссии, считая 27 временных. В Якутске и в Жатае будут работать 129 комиссий. Участковые избирательные комиссии будут работать в режиме с 10 утра до 14 часов дня. В дни голосования с 8 утра и до 8 часов вечера. Основная их задача заключается в работе с избирателями, а также к подготовке помещений к дням голосования, которые пройдут, напомним, 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. Уже с сегодняшнего дня граждане могут подать заявление об откреплении с избирательного участка. Это нужно сделать до 13 сентября. Такое заявление, к примеру, могут подать иногородние, которые, живя в столице республики, зарегистрированы по месту жительства в другом населенном пункте. Проголосовать уже нельзя будет, если такое заявление не будет подано. Его можно будет подать как на участке участковой избирательной комиссии, так и через госуслуги и через МФЦ. Также вплоть до конца голосования избиратель может внести уточнение в список избирателей. То есть, если какие-то ознакомиться со своей частью списка, где он записан, и, возможно, исключить кого-то, возможно, включить и сделать какие-то замечания. Все это можно сделать здесь на участке. Кроме того, можно подать заявление о голосовании вне помещения, если у гражданина есть случаи, препятствующие посещению избирательного участка. Это могут быть маломобильные граждане или инвалиды. Такое заявление можно также подать через портал госуслуг, либо прийти в сам избирательный участок и подать письменное или устное заявление по телефону. Это можно сделать до 14 часов, вплоть до последнего дня голосования. При регистрации такого заявления от граждан члены комиссии обязаны прийти на дом с урной для голосования. Вместе с тем на избирательных участках созданы условия и для маломобильных групп граждан. Для удобства этой категории избирателей участковые комиссии также готовы организовывать выборы на дому. В таких случаях члены избиркома будут выезжать на дом в соответствующих средствах индивидуальной защиты по предварительной заявке от самих граждан. У нас сегодня большая часть наших участковых избирательных комиссий находится на первых этажах, поэтому удобно прийти и проголосовать. Есть соответствующие возможности доступности к избирательным участкам, но все равно вы подумайте, наши участковые избирательные комиссии готовы к тому, чтобы выехать. Сегодня главы муниципальных образований с соответствующим распоряжением правительства республики также мобилизованы для того, чтобы содействовать вашему голосованию всех тех, кто по каким-то причинам из-за болезни не сможет прийти проголосовать, и для этого выйдет соответствующая участковая избирательная комиссия для голосования. Нужно сказать, что и наше Министерство труда и социального развития, с которым мы тесно взаимодействуем, также готово оказать содействие. Многим из вас приходят социальные работники, и эти социальные работники могут узнать, придете ли вы голосовать сами, или вы, значит, вызовете наши участковые избирательные комиссии для голосования. В Нерюнгринском районе с 4 сентября началось досрочное голосование в отдаленной и труднодоступной местности. 7 сентября участие в голосовании приняли 9 жителей села Иенгра, находящиеся в 2 оленеводческих бригадах. Именно к ним в далекую тайгу на вертолете отправились сотрудники избирательной комиссии. В целом, на протяжении 3 дней сотрудники избиркома, помимо организации передвижных избирательных участков в оленеводческих стойбищах, также побывали и в местах работы золотодобытчиков. На сегодняшний день всего в ходе досрочного голосования в Нерюнгринском районе проголосовало 292 избирателя.
На 8 сентября выявлено 148 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксировано 84 случая. По 7 заболевших в Амгинском, Мирнинском и Татинском районах. 6 в Намском районе, 5 в Верхоянском. В Ленском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 4 случая. В Верхневилюйском и Горном по 3. В 4 районах республики по 2 случая и в 2 по 1 заболевшему. Продолжают фиксироваться смертельные случаи на территории республики. В основном это все случаи достаточно тяжелые. Врачи принимают все меры для того, чтобы сохранять жизнь пациентов. В основном все случаи сегодня вообще попадания в больницы, они связаны с гражданами, которые вакцину не получали. Все, кто получал вакцину, проходят течение заболевания, проходит легче в зависимости, конечно же, по состоянию от основных заболеваний, которые имеют граждане. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на необходимость вакцинации для того, чтобы избежать в том числе несчастных печальных случаев. Сегодня во время 31-й сессии Якутской городской думы состоялось историческое событие – подписание указа главы республики о развитии Якутска на период до 2032 года. Как отметил сам Айсен Николаев, это знаменательное событие для горожан и для руководства города. В своем выступлении глава отметил, что руководство республики ставит амбициозные задачи для развития столицы. Так, за предстоящее десятилетие Якутск должен стать в один ряд самыми лучшими городами страны по качеству жизни и человеческого капитала. История этого документа берет начало с конца прошлого года, когда в своем послании Арсений Сергеевич обозначил и поставил задачу о развитии города Якутска, о том, чтобы город Якутск у нас стал действительно лучшим городом на вечной мерзлоте, лучшим городом Арктики и эталонным городом всего севера нашей страны и всего мира. Для этого мы, конечно же, приложим все усилия для того, чтобы воплотить в жизнь пункты указа. Якутия должна стать позитивным примером для всего мира. Так звучит ключевая идея первого заседания Совета по благополучию и устойчивому развитию при главе республики. В работе совещания приняли участие представители ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских школ, руководители крупнейших промышленных компаний и современных институтов развития. Глава региона Айсен Николаев поделился своим видением миссии Якутии, высказался о вызовах, стоящих перед регионом, и роли Совета в поиске ответов на них. Он отметил, что в глобальной перспективе на Якутию, крупнейший арктический регион России и мира, возложены важнейшие социокультурные и экологические функции. Масштабные опытно-исследовательские межведомственные учения продолжаются в арктической зоне страны. В них задействованы 7 регионов, включая Булунский район Якутии. Министр МЧС России Евгений Зиничев отметил, что такое мероприятие впервые проводится на арктической территории. В рамках учений, в которых участвуют 6 тысяч специалистов, будет использовано 12 условий использования чрезвычайных ситуаций на земле, воде и в воздухе. Также планируется апробировать 47 новых образцов экипировки. Среди них мобильный лазерный комплекс, предназначенный для резки металлических конструкций на расстоянии до 100 метров, и переносное устройство пожаротушения «Удав». Помимо России в учениях участвуют 20 иностранных государств, в том числе в формате видеоконференций. Мероприятия проходят сегодня вечером. Их ждет финал по поручению президента России Владимира Путина. В Алданском районе стартовал отопительный сезон. Как заявил директор алданского филиала общества «Теплоэнергосервис» Кирилл Балаганский, запуск теплоносителя в систему отопления прошел без особых проблем. Некоторые возникшие рабочие моменты не повлияли на этот процесс, рассказывает Руслан Павлов. Начало отопительного сезона обычно проходит в напряженной атмосфере. Как говорят сами поставщики тепла, вроде бы все готово, ничто не предвещает опасений, однако что-нибудь да происходит. Тем не менее, вход в нынешний отопительный сезон для основного поставщика тепла в Алданском районе, общества «Теплоэнергосервис», прошел без серьезных проблем. Зашли мы в сезон, значит, по графику, все объекты запущены. На сегодняшний момент занимаемся наладкой гидравлических режимов, тепловых сетей, тепловых пунктов. Но есть, конечно, небольшие проблемы, то есть связано это с спуском воздуха, там, с открытием жилого фонда.
Вот, ну, то есть это все в рабочем порядке решается, как бы особых проблем нет. На зиму коммунальщики основательно запаслись топливом. Уголь есть как на котельных, так и на складах. Остается ждать своевременной оплаты за тепло и воду и погашения долгов населения за коммунальные услуги. Они, по разным оценкам, по алданскому филиалу составляют от 150 до 300 миллионов рублей, что сказывается на работе теплоэнергосервиса. Необходимо закупать топливо, своевременно выдавать заработную плату, то есть проводить ремонтную программу, приобретать оборудование, то есть цены растут то есть, отрицательно. В новом отопительном сезоне теплоэнергосервис увеличил нагрузку на объекты ТВС. Состоялись подключения к теплоснабжению нескольких новых многоквартирных домов и спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» в Алдане. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В поселке Табага продолжаются ремонтные работы по замене труб канализации. На сегодняшний день в населенном пункте есть 72 благоустроенных дома. Из этих домов отходы через канализационные трубы накапливаются в большие септики, откуда ежедневно более 20 ассенизаторских машин вывозят те самые отходы в Якутск на сливную станцию. Работу по замене труб, а также некоторых септиков выполняет жилкомсервис. В зимнее время в селе Табага из-за старых неисправных канализационных труб и септиков часто образовывались наледи, что не соответствовало по всем нормативам благоустройства. Но жители уверены, после ремонтных работ в предстоящую зиму проблем не будет. Мы стоим около домов на Каландарашвили 15, 17, 19. Нынче здесь поменяли трубы где-то в порядке 300 метров. Были старые. В прошлый год, конечно, очень плохо продержались. Ну, надеемся, что жилкомсервис будет дальше работу продолжать. Надеемся, в эту зиму прожить. В рамках планового объезда по дворовым территориям, где выполняются программы по благоустройству Нерюнгри, глава города потребовал отчет у подрядчиков о выполнении работ. Картина оказалась радужной не везде. Вместе с мэром Леонидом Олейником на местах побывала Ирина Кичигина. Тут просто уже возмущение переполняет вот эту чашу терпения. Просто переполняет. Во дворе дома 25 по улице Карла Маркса был установлен детский игровой комплекс и оборудована спортивная площадка. Также в этом году по муниципальному контракту закуплено безопасное резиновое покрытие, которое поставщик должен был доставить до 1 августа. Но сроки все время переносятся и продлены уже до середины сентября. В связи с этим сдвинулись и сроки укладки. На дворовой территории проспекта Геологов дома 49/1 в прошлом году по просьбам жителей тоже была установлена детская площадка, но и здесь возникли проблемы. Подрядчик, который выиграл конкурс, пришел на исполнение этих работ, фирма с Якутска, выполнили работы, на наш взгляд, некачественно, потому что, во-первых, расшатались качели, игровые комплексы, то все начало валиться, падать. Мы остановили работу этой детской площадки, чтобы не было у детей травм. И сегодня мы попросили нашу управляющую компанию «Жилищник», которая пока за счет своих средств выполняет, переделывает работу за того недобросовестного подрядчика. Еще одна территория, которая благоустраивается по федеральной программе формирования комфортной городской среды, это восточная часть парка культуры и отдыха имени Черяева. На аукцион заявилась единственная компания «Общество с ограниченной ответственностью ТИИТ», которая существенно отстает по срокам выполнения работ. Грубо говоря, 5000 квадратов должно, с копейками еще, а уложено 1000. Где-то у нас осталось сентябрь, максимум октябрь, земляная работа, скажем так. Нерюнгри еще климат более-менее мягкий. За 2 месяца, если еще добавить людей, человек хотя бы 10-15, закончим. Как отметил глава города, недобросовестных подрядчиков необходимо включать в черный список по всей республике, чтобы они больше никогда не появлялись в программах благоустройства. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Под крылом параплана проводит свое свободное время сотрудник Мирнинского отделения медцентра «Алроса» Андрей Галахов. Он всерьез увлекается мотопланеризмом. На чемпионате России по сверхлегкой авиации команда из 5 человек, в которой Андрей Галахов принимал участие, заняла бронзовую медаль. Состязание проходило в Новосибирской области. Туда приехали спортсмены из всех уголков страны. Андрей занимается таким необычным видом спорта уже 2 года. Он вступил в Мирнинский парашютный клуб
клуб «Феникс» и быстро начал осваивать параплан. Попал на турнир случайно. Его напарник по небу заболел, и вместо него поехал Андрей. Теперь мечта спортсмена – выучиться на инструктора, чтобы в дальнейшем преподавать. Сложностей, по мнению Андрея, на турнире было много. Не просто было ориентироваться в специфических погодных условиях, где 30% участников просто отказалось летать. Однако команда справилась с погодой. В чемпионате принимали участие спортсмены высокого уровня, и с ними конкурировать было проблематично. Изначально был план просто поучаствовать, и какой-то опыт перенять у них, но когда прошло 2 дня чемпионата, я посмотрел на результаты, на общие, и понял, что конкуренцию мы составляем неплохую спортсменам, и начали тянуться, ближе к их результату. На этом пока вся информация о развитии событий смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.